Хангаласский РДС, оперативный дежурный Никифоров. В единой дежурно-диспетчерской службе УЛУСа, сокращенной ЕДДС, Никита Никифоров работает с 2014 года. Начинал стажером, сейчас он один из самых опытных оперативных дежурных. Работает сутки через 3, на смену заступает в 8:30 утра. Каждый день мы работаем с экстренными службами 01, 02, 03, 04, ЖКХ и Газстрой. И больше всего у нас получается консультации. Это люди звонят. Обычно они думают, что как будто мы тут сидим, справочная служба. Также бывает, от сезона зависит, как мы работаем. Например, зимой у нас очень много людей, ломающихся на дорогах, на трассах. Получается, мы им помогаем. Летом у нас пожары, естественно, весной паводок. Впереди у дежурных ЕДДС горячая пора, весеннее половодье. В эти дни практически не удается сомкнуть глаз. Нужно каждые 2-4 часа мониторить уровни воды в реке Лени. И не дай бог случится подтопление или кто-то застрянет во льдах. Был случай, когда во время паводка то ли на катере, то ли что, застряли там, именно во льду на реке. И Охотники, наверное. Наверное, охотники, да. И там вертолет вызывали. Вертолет спустился прям к ним туда, висел и забрал их оттуда. С этого года в ЕДДС в полной мере заработала система 112 – единая система экстренного вызова. Жители республики, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, могут звонить по этому легко запоминающемуся номеру, даже если не ловит связь и нет денег на балансе. И поступает это звонок в город, центр обработки звонков, и отсюда уже приходит к нам в виде карточки на систему 112. В связи с вводом системы 112 ЕДДС района расширилась. Были набраны по новому ГОСТу помощники оперативных дежурных в количестве 4 человек. Всего сотрудников стало 10. И вот таким уже многолюдным составом ЕДДС района встретит свой 10-летний юбилей в сентябре этого года. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский УЛУС.